Чем мы с тобой, два татарина, да, вдруг заинтересовались историей башкир? Вы народ новодельный, вас там Марджани придумал в 19 веке, но нам пора переписать историю башкир. Вплоть до реки Белой, и не упоминает ничего, нигде он не упоминает башкир. Упоминает только татар и черемисов. Формирование башкирского этноса, оно, по сути, начинается в имперскую эпоху. То есть они фальсифицируют источник и- Курбского? Уважаемые зрители проекта «Татара мира», сегодня мы разговариваем с историком из Института Марджани Анваром Оксановым. Анвар, мы сегодня с тобой поговорим, наверное, о двух темах, может быть и больше чуть получится, да, значит, мы попробуем определиться с географической территорией происхождения башкир. Я потом объясню, почему вдруг татары заинтересовались местом происхождения башкир. Ну и определим, как наши ребята, наши оппоненты из Башкортостана, башкирские историки, пытаются забрать себе нашу татарскую аристократию, а именно тарханов. То есть тарханы — это как бы дворяне татарские, но вот эти ребята решили, что это только башкирские ребята. Но у татар ведь тоже были свои дворяне. Анвар, давай начнем с тебя. Расскажи, пожалуйста, что должны знать о тебе наши зрители? Я родился в городе Лесосибирске Красноярского края. О, то есть ты даже не татарстанский и не башкортостанский татарин. Да, и до 16 лет там жил, потом Как туда попали твои родственники? это было Столыпинское переселение, то есть Столыпинская реформа, там мои прадеды получили землю, с нынешний Пировский район, тогда это была Енисейская губерния, да, и уже с 1910 года там проживали. То есть мои деды родились в Сибири. А родом они по материнской линии, точно знаю, из Мамадышского района, то есть нынешний Мамадышский район, Таканыш. Вот из Таканыша. И Отцовскую линию смог отследить? отцовская линия — это горная сторона, так называемая, да, вот. Кайбицы там, да, получается. оттуда. Но тоже уже дед родился в Сибири, в Томске. Тоже были переселены. Но пока еще вот деталей я не знаю, но изучаю этот вопрос. Там немножко сложнее. Но так или иначе, мои деды уже родились в Сибири, но их корни, они в Татарстане. Как ты решил переехать в Казань? Что тебя привело в Казань? Это был... Туда мои предки быстро переехали, на Енисей, а вот обратно мы медленно. Сначала в Тюменскую область переехали, родители там переехали, я вынужден был вместе с ним переехать, я был еще школьником, 10 класс, 11 класс уже. А потом уже поступил в Тюменский университет, на исторический факультет, и там я написал по окончанию университета диссертацию в аспирантуре, посвященную истории Казанского ханства. Почему Казанское ханство? Это вот проблема, Ну которая... это же Тюмень, это же далеко от Казани. Зачем тебе там Казанское ханство? Вот я тоже думаю об этом иногда. Потом прихожу к ответу, что Бабай, Минин Бабай, мой дедушка, сыграл здесь ключевую роль, с детства привив любовь к истории. Он часто рассказывал о Казанском ханстве, даже писал стихи на татарском и на русском, о Иване Третьем, о Иване Четвертом. И то, что он рассказывал, не сходилось с тем, что нам преподавали в школе. И меня вот всегда волновал вопрос, где же правда, где истина? Какие моменты преподавания в школе, с которыми ты был не согласен? В школе, конечно, очень много стереотипов и, естественно, преподавалось, как выяснилось, да. И просто каждый этот пункт перечислять, я думаю, займет много времени. Ну давай самый главный пункт, вот, самый, который на поверхности для тебя. Самый главный, самый на поверхности, из-за которого, в принципе, даже мой научный руководитель, этнический русский человек, да, Сергей Станиславович Пашин, решил мне дать тему по истории Казанского ханства, за что я охотно взялся. Это то, что Казанское ханство русские вынуждены были завоевать из-за того, что постоянно тревожили, терзали границы Руси, нападали. Вот этот тезис, который проник в историографию, доминировал вплоть до 90-х годов в историографии. В 90-е годы потихоньку начали как бы вот, противопоставлять что-то этому, но таких серьезных научных работ не было. И вот он говорит, давай возьмись, есть такая тема
тем более я взялся за это, конечно, охотно. Даже было дело не так немножко. Он предложил список тем нам, первокурсникам. Это еще 2003 год, я первокурсник. Я эту тему увидел, как только сразу же взялся за нее. Говорю, я буду по этой теме писать. И вот с этого времени я практически все курсовые, и дипломную, и диссертацию посвятил, и монографию, да, истории Казанского ханства. Ну, а Казанское ханство, оно, в принципе, государство такое уже в то время, да, современным языком выражаясь, многонациональное, или более правильно сказать, полиэтническое, да. И там, конечно, были и башкиры, и был башкирский улус, и поэтому вот уже изучая историю Казанского ханства, я вышел на эту тематику. На тематику истории башкир, Да, получается. история башкир в составе Казанского ханства. Мне интересовало, где же находился башкирский улус. Смотри, давай мы с тобой попробуем сначала объяснить нашим очень умным зрителям, зачем мы с тобой, два татарина, да, вдруг заинтересовались историей башкир. Это же не наш народ. Ну, у меня, в принципе, есть одно объяснение. Ты можешь еще какое-нибудь объяснение добавить, ну или со мной согласиться. Эти ребята, эти башкирские историки, понаписав там кучу, значит, томов, в принципе, переписали историю татар. Мне кажется, вот буквально недавно, сколько там, 2, что ли, года прошло с того самого злополучного видео Ленара Мифтахова на канале университета нашего, про то, что якобы раньше татары были чувашами. Татарская аудитория, татарские зрители впервые узнали, что, оказывается, кто-то о них думает по-другому. А татарская аудитория раньше думала, вот о нас так думают со стороны Москвы. А тут с Востока, оказывается, им вообще отказывают в праве быть татарами, отказывают им в праве, что у вас есть татарский язык, отказывают им в праве на татарскую идентичность, типа вы народ новодельный, вас там Марджани придумал в 19 веке, а все остальное время вы чуваши-мусульмане. Вот. И у татар оказывается такой небольшой, не знаю, может быть, информационный, идеологический, исторический шок. Вот. Поэтому, наверное, нам пора переписать историю башкир. Но я прихожу к выводу, что в принципе у нас очень много общего. С башкирами. Да, с башкирами, и в плане этногенеза даже. Ну, например, я недавно даже опубликовал статью в Яндекс.Зен, популярную такую. Это уже переработанная версия научной статьи, где говорится о том, что был такой народ Иштяки, жил в Приурале, да, в северной части Приуралия, в Пермском Приурале, а потом растворился. Часть иштяков стала татарами, а часть башкирами. Вот, например, да, одна такая, может быть, основа, которая потом наша общая, так скажем. И таких много компонентов, которые, в принципе, они и в составе татар, и в составе башкир. Вообще, процесс формирования нации — это очень поздний и сложный процесс, и политический процесс, да, и как бы это все, конечно, с этническими границами не вяжется, мягко сказать. Хорошо. Давай мы с тобой определимся, значит, башкирский улус в составе Казанского ханства. Скажи, пожалуйста, как башкирский улус образовался в Казанском ханстве? Кто ему дал добро? Это с самого Чингисхана пошло? Я как историк всегда призываю к источникам обратиться. И у нас есть одно очень достоверное известие, написанное современником событий. События разворачивались... А что за современник, что за историческая личность? Что-то о нем известно? О нем как о личности неизвестно. Это летописец русский, официальный, московский. Это начало официальной русской историографии при Иване Третьем. Но эта летопись написана была по горячим следам минувших событий Первой Казанской войны. Первая Казанская война, она так и называлась. И там вот есть несколько упоминаний о землях, близких или, может быть, совпадающих даже, да, с территорией современного Башкортостана. Ну, во-первых, там есть упоминание о башкирском улусе. То есть, когда вот хан Ибрагим собрал все свои рати, и там в составе его войска были представители, и перечисляются эти территории. Башкирская, Сылвинская, Костяцкая, то бишь, да,
Камская, Иштякская, да, получается, да? Иштякская, да, Камская, Беловоложская, Акидель-Улус. Вот эти улусы, они как раз пришли на помощь в то время, это самые дальние, отдаленные улусы. То есть уже кульминация войны была, и эта весть, она как бы должна была напугать воевод, и они должны были отступить. Значит, до полно собрался, то есть полностью мобилизовал все свои войска хан Ибрагим, и нам нужно отступать. Всё. Сейчас татары придут, и Мгм. будет game over, да? Ну, вот такое известие принес один из пленных, который сбежал как-то из Казани. Вот, русских. И где же этот улус? Ну, вроде бы все понятно, да, открываем советские исторические книги, работы Усманова, Кузеева, почетные советские башкирские историки, да, они четко Усманов говорят. татарский историк. Я не про Мир Касымов, Про а про другого. башкирского, про уфимского историка Усманова, да. Там написано, что эта территория, ну, нынешнего Башкортостана, как раз вот район Уфы, вот эти все земли, да, как бы восточная часть Казанского ханства или восточная часть Казанского ханства, которая вот совпадает с территорией нынешней Башкирии, это как бы вот и есть башкирский улус. Вроде бы все понятно. Ладно. От чего этот тезис? Где доказательства? То есть, когда мы начинаем смотреть синхронные именно вот источники того периода, то бишь, да, такие как вот эта летопись, например, сведения очевидцев, участников этих событий, а есть и такие, то они там, на этой территории не видели башкир, упоминание вообще о башкирах, о башкирском улусе, вот на территории нынешнего Башкортостана, можно сказать, нет. А как видели эту территорию современники тех столетий? Да. Вот, например, Сигизмунд Герберштейн, который 2 раза побывал в России при Василии Третьем, он подробную, подробные исследования, да, составил и записки о Москве, опубликовал их в Европе. Он причем пользовался даже какими-то сведениями татарскими, не только русскими летописями и документами, а это уже, в принципе, удалось нам установить даже на примере истории Казанского ханства. У него упоминаются ханы, которые ни одна летопись не знает, например, тот же хан Халиль. Мгм. Да? То есть, значит, он уже пользовался и татарскими какими-то источниками. Он описывает, он говорит, вот до ну, на этой территории, то есть это земля Казанского ханства, а далее за ней идут Нагаи. Все, то есть там никакого упоминания о башкирах нет. Потом и карта у него, кстати, есть об этом, потом можно будет показать, где, в принципе, вот эта территория, она не обозначена как, то есть там написано нагайские татары. Все. Все, да. И далее, вот еще раз мы обращаемся к московскому летописному своду конца 15 века. В более раннем сообщении, это Казанская война 1467-69 годов, была очень насыщена событиями. Иван III яро хотел доказать свою правоту. Насчет того, взять он Казань хотел, я не скажу, хотел или нет. Скорее всего, такие политические цели были. Но это другой вопрос. И вот он несколько походов, один за другим отправлял войска в Казань, несколько походов организовал. И вот до того, как Ибрагим собрал все войска, еще, да, немножко назад на год отойдем, 1468 год, поход русских. И тут они столкнулись с татарами, и часть татар стали отступать. Они отправились за ними. И написано, что это был отряд из 200 татар. И во главе этого отряда был полководец, воевода Тулазей Тарханов, сын. И они на Белой Волошке остановились, эти татары, а своих коней отдали местной черемисе. Ну, сказано, что черемисе. И дальше они уже отправились на судах. Черемисы — это марийцы. Вот здесь, наверное, уже нужно говорить о более широком понятии черемисы. Да, то есть тут, наверное, не только марийцы, а если взять территорию Приуралья, скорее всего, и какие-то, может быть, остатки вот этой самой угров, да, может быть, так именовались, которые еще там не до конца пришли, да, в ислам, или, может быть, они
не до конца, то есть они отличались в языковом плане от тюркских народов, да, вот, потому что в исторических преданиях есть до сих пор, да, у местных жителей, вот в том же Кушнаренковском районе, там сообщение или даже указание на то, что вот, там или, то есть в определенном месте находилась Шермыш-Зират. Да. Такие есть же сообщения. Поэтому это, может быть, и не марийцы, но вот какие-то черемисы, их еще называют в историографии черемиса дальняя, какая-то определенная этническая группа, может быть и марийцы, близкие к ним группы, то есть это вопрос, но не башкиры, сам факт, да, то есть они описывают, русские летописцы описывают поход на Казанское ханство, на территории Казанского ханства русских войск, столкновение с татарами, вплоть до реки Белой, и не упоминает ничего, нигде не упоминает башкир. Упоминает только татар и черемис. Все. И там вот, кстати, многие башкирские историки, в том числе это Усманов касается, и, конечно же, Кузеева, они вот это сообщение все-таки взяли на вооружение, и вот как раз вот это то, что он Тарханов сын, этот Тулазей, да, они говорят, вот это Тархан, а Тарханы это башкиры. Мы тут плавно переходим к следующему вопросу интересному, да, к аргументации. Подожди, давай пока разберемся. Вот на эту территорию современного Башкортостана несколько раз приезжали латинские, европейские путешественники. Да. Иоганн Венгер, например, написал, что он там увидел какое-то население, которое говорит на до более понятном ему венгерском языке. Иоганн Венгер в каком году посетил, получается, эту территорию? Это 1320 То год. есть 14 век, Да, получается. это эпоха расцвета Золотой Орды. А до него еще, до завоевания монголами этой территории, чингизидами, да, так скажем, эту территорию посетил Юлиан. Да, доминиканский, по-моему, монах, да? Да. То есть, И- получается, у нас рассвет Золотой Орды, и на территории современного Башкортостана живут какие-то венгры? Вот Юлиан, он, насколько я понял, он общался с жителями этой Магна-Хунгарии, да, и он говорит, я с ними говорил на том языке, на венгерском, и они понимали меня прекрасно. Это было за несколько лет до, или даже за год, это 1235 год. То есть, буквально за год до нашествия. То есть уже идет весть, что вот они идут, он в это время отправился туда. Он с ними разговаривал, да. Что потом было, я вот насчет Иоганнки Венгера как бы разговаривал он с ними или нет, но он, конечно, говорит Баскардия, но самих Баскард, я так понял, он не упоминает. То есть название, сохранилось название, то есть там произошли глобальные перемены. Вот с того времени, как посетил Юлиан, до того времени, как Иоганн Венгер приехал, произошли глобальные перемены. А сколько лет, получается, разница? Примерно Почти 100 лет. 100 лет. Ну, видимо, перемены это произошли как раз вот сразу после Юлиана, когда было нашествие, собственно, и большая часть вообще эти, как их в источниках называют, паскатиры, да, или баскарды, в латинских источниках они так упоминаются. Башгарты еще, да, есть такое понятие. Но тюрколог советский известный, Баскаков, он, кстати, выводит эту этнонимию вообще башкирскую, да, и мне кажется, очень правильно, и это подтверждается историческим материалом, из экзоэтнонима Баджа-Огор. Баджа-Огор, и вот дальше он показывает, как это эволюционировало. Баджа-Огор, Маджа-Огор, то есть маджары, мадьяры, башгарты, это все вот от одного этнонима идет развитие, да, это экзоэтнонимия. Ну, просто вообще вот такая широкая аудитория считает вот башкор, там голова волка, там не оттуда все, или там как там биш, уйгур, там что-то как-то вот у них вот такие интересные, они любят там накидывать вот эти интерпретации. Но это простые такие кухонные, да, обывательские представления, рассуждения, да, вот как я слышу, так и пишу, да. Ага. Вот из этой серии, но у лингвистов у них свои аргументы, у них, естественно, лингвистика это отдельная наука, там своя логика, и Баскаков это знаменитый тюрколог, который, в принципе, и что интересно, у лингвистов иногда бывает, что их некоторые построения не сходятся с исторической реальностью.
Но вот то, что я прочитал у Баскакова, да, и потом изучал этот вопрос, ну там все один к одному. И действительно вот видно, да, как впоследствии эта судьба этнонима вот этого Баджа-Огур, потом известных в западных источниках как Баскарды, она потом впоследствии стала башкурдами. Но изначально они, как мы знаем по сообщениям Юлиана, были угроязычными, а в конце концов, да, этот этноним стал обозначением народа тюркоязычного. И это нормально. В истории много таких примеров. Самый яркий пример это русские. Слово рус, русы, да, оно Нормандская. нормандское, да, это варяжское, скандинавское, это по сути викинги, которые свое имя дали славянскому народу. Также был болгары, современные дунайские болгары, да. Отдали свое тюркское имя славянскому уже народу. Да, и вот здесь похожая ситуация, но эта ситуация, она несколько, конечно, была усложнена тем, что формирование башкирского этноса, оно, по сути, начинается в имперскую эпоху, во времена Российского царства, и уже внутри этого царства, и там большую роль играет политика. Ну, мы еще вернемся. Так, то есть мы, в принципе, разобрались. Значит, европейские путешественники там видели венгров. Источники конца 15 века видят там какой башкирский улус. Свидетели тех столетий не увидели на территории современного Уфы, современного Башкортостана башкир. По каким историческим источникам, где мы опять встречаем настоящих башкир? Это очень важный момент, чтобы нас не обвинили в том, что мы лжем или передаем слова лжецов, да. Но есть еще ведь у нас археологические данные, Да. есть топонимика, да, есть лингвистика. И вот здесь такой важный, интересный момент. Недавно, за последние несколько лет, насколько я знаю, прошло несколько конференций, в том числе с участием археологов, да, и вот недавно вот как раз у нас в Институте Марджани состоялась конференция, посвященная тоже этой теме. Триптих, да, вот две части уже прошло этой конференции. И вот в первой части этой конференции как раз обсуждали вот этот угорский вопрос. И практически все вот эти археологи, исследователи, да, начиная от удмуртских, заканчивая венгерскими, они приходят к одной мысли. Начиная от лингвистов, да, там в том числе выступали лингвисты, заканчивая археологами, приходят к одной мысли. То есть это как раз тут очень много общего. То есть, например, памятники Общего что? С чем? Вот, памятники археологические, да, Мгм. Приуралья того периода, они типологически, можно сказать, идентичны, да, памятникам археологии мадьяров, Мгм. которые находились в Центральной Европе. В общем, археология нам говорит, мадьяры и вот эта Магна Хунгария на территории современного Башкортостана это тождественные вещи, ну или одинаковые вещи. Да, в принципе, или из одного корня выросли, да. Да. То есть это практически одно и то же, да, археология. Также и есть данные лингвистики, да, которые показывают общее, близкое, то есть сродное. Но в эти аргументы мы глубоко погружаться не будем. Для интересующих или для тех, кто хочет проверить нас, да, можете обратиться к материалам этой конференции. Вот вся конференция, выступление каждого выступающего и на польских, да, который говорил о лингвистических аргументах, и там Иванова, и профессора из Башкирии, да, и венгерских коллег, все выставлено в Ютубе, в интернете. Это Центр исследований Золотой Орды Института Марджани, да? Да. В общем, здесь всплывет ссылка на этот канал. Я его тоже смотрю, просматриваю. Интересующиеся могут пройти по ссылке. Да, и Да. посмотреть подробно всю эту аргументацию, в общем. А потом вот происходит и изменение, трансформация. Ну вот по предположению коллег, куда же делись вот эти самые, вот эта этническая общность, Магна Хунгарии. Так, ага. Но, конечно же, яры, кто сопротивлялся, это не секрет, но чингизиды, они часто этих людей переселяли, ну, остатки этих людей. Кто-то, конечно, погиб, кто-то переселился. Есть сообщение о том, что часть Баскарт,
бежала перед лицом татар к границам русских княжеств. Это какие источники? У Юлиана есть, то есть в западных вот этих хрониках Ага. об этом сказано, да, то есть Гильем де Рубрук, Юлиан, такие сообщения есть. Потом есть известие о том, что часть вот этой, часть Башгард или Башкир, да, они были переселены в другие районы Монгольской империи. Мгм. Такие тоже сообщения есть. Туда на восток их угнали. В разные, ну, в Среднюю Азию часть, часть на Кавказ, да, то есть какие-то группы были расселены, но, наверное, большая часть погибла, и часть осталась все-таки. По данным археологии видно, да, это чаликская культура, поздняя чаликская культура, вот как раз которая приходится на эпоху Иоганнки Венгра и хана Узбека, 14 век, 15 век, да, вот, они уже исламизировались, то есть это видно по захоронениям, но там все-таки элементы какие-то остались языческие, все-таки, видимо, этот процесс шел, но еще как бы они не дошли до той стадии, когда их, можно сказать, вот они уже были мусульманами, да, полностью на 100%. Мгм. Ну, конечно, ислам это процесс исламизации это отдельная история, и так просто по данным раскопок это не установить, но все-таки такого строгого канона в исламе захоронений нет, да, четкого, то есть строгого имеется в виду, да. Конечно, предметы какие-то ложить в могилу нельзя, Мгм. но иногда на это закрывали глаза, когда вот какой-то народ, да, он только принял, да, зачем на второстепенных вопросах, допустим, заострять внимание, да, и как бы людей от веры отводить из этого. То есть, в принципе, нам археология показывает, что какая-то оставшаяся часть вот этих вот башгирдов, Да. она, в принципе, приняла ислам, но еще не так, наверное, уверенно или всего лишь на начальных этапах, Да. потому что нету строгих исламских захоронений. Да, есть элементы культуры вот прежние, которые были в дом ордынский, до монгольский период. То есть они все-таки это продолжение той культуры, но уже с явными исламскими чертами. С исламскими нотами. Да. Вот. Ну и это, конечно, то, что как бы объясняет, то есть мы подходим к вопросу о том, где же находился башкирский улус Казанского ханства. И, видимо, часть все-таки либо они переселились в тот период, либо уже в Персидском предурале и до монгольский период существовал, вот, проживали представители этой башгирской, да, или паскатирской общности. То есть эти кочевые угры. Можно даже более научным языком, если говорить, то более четко и правильно так говорить. Да, и некоторые исследователи еще их называют восточные мадьяры. Мгм. Тоже, да, довольно точный термин. То есть с мадьярами понятна связь. И понятно, что это не те мадьяры, которые были в Панноне, это восточные мадьяры. Будем этим термином пользоваться. То есть вот, возможно, в Перском предурале это невозможно, это точно, они там остались, даже в эпоху Казанского ханства они там были, а вот на более южных территориях мы их уже в эпоху Казанского ханства не видим. Ну и даже в эпоху Иоганнки Венгры, да, мы не видим. То есть он говорит о стране, но не говорит о том, что были башкиры. То есть он говорит, есть Баскардия, причем не Башкирия, да, Баскардия. Но именно о том, что там жили баскарды, он уже не говорит. Какие еще средневековые источники, и, скорее всего, наверное, это уже источники начала 16 века, то есть там последние 50 лет жизни Казанского ханства, период такой, да, нам как-то вот показывают вот эту территорию северную, пермскую, да, как территорию башкир. Да. И уже в середине 16 века, когда российское государство поставило задачу завоевать Казанское ханство, появляются еще более подробные источники о территории Казанского ханства. Ну, прежде чем его завоевать, нужно его изучить, а потом еще и сами участники этих событий, например, воевода
Андрей Михайлович Курбский, который несколько раз побывал в походах. Самый лучший друг и соратник Ивана Грозного, Да, потом который, к сожалению, его предаст. Куда он еще убежит? В Польшу шел, да, в по-моему? Речь Посполитую, В да. Речь Посполитой, да. Он написал сочинение э, «История о великом князе Московском» и описал эти походы. И там он дважды в своем сочинении упоминает башкир. В Только пер- 2 раза, получается, использовал это слово, да, башкир? Да, 2 раза, и он в одном месте он пишет о народах Казанского ханства. Он говорит, кроме татар, вот, кстати, здесь интересный момент, когда нашу историю перекраивают или хотят перекроить, говорят, вот смотрите, Курбский упоминает 5 народов Казанского ханства, но не упоминает татар. Вырезает эту первую фразу, кроме татар, вырезает ее. В Казанском ханстве было 5 языков, То есть народов. То есть они фальсифицируют источник и Курбского? Я уже неоднократно на это, как это сказать, натыкался, да. В Казанском ханстве 5 народов. Ну, вначале идет кроме татар, то есть татары, и потом 5 народов. И там упоминается башкирский тоже народ. То есть это этнос. Тут тоже есть такая крайность у некоторых наших, может быть, и татарстанских тоже историков, что, мол, его как этноса не было в Башкир. Ну как, Курбский ясно пишет, были, язык был, то есть народ, язык это народ был такой. И еще он упоминает конкретное место их проживания. Уже когда была экспедиция по покорению народов Казанского ханства, по их усмирению, не завоевание Казани, да, а там Курбский тоже участвовал, это 1553 год, 1554 зима, дальний поход, он говорит, наши полки дошли до башкирских улусов. Так, подожди, 54-й, 55-й это карательный поход получается. 53-й, 54-й, да. А, Там за карательный Казани поход. восстало, да, Да, за да, да. Казани потом. Ну, это даже не то, что восстало, мне больше нравится, это советский термин, да, восстало. Вот как будто Казань взяли и все, тут все подчинились сразу. Нет же. Это продолжение войны, только она перешла в другую стадию. В другую Партизанский, наверное, такой да, вид, да, партизанский этап некоторые называют, это более правильно, мне кажется, да. И вот эта война продолжается, и здесь уже отправляются экспедиции по улусам Казанского ханства. И он довольно подробно описывает вот этот маршрут их экспедиции, да, то есть по рекам конкретно, да, и говорит за Уржум, за Медреку, это вот на северо-востоке от Казани. Уржум это сейчас такая река есть? Уржумка, да, есть. И Уржум город или населенный пункт есть Уржум. Это уже это не территория Татарстана, да, то есть Кировская область. И дальше за Медреку и до башкирского языка, то есть до башкиров, да, дошли они. И он написано, что башкиры, вот они живут в верховьях Камы, вверх по реке Каме, и которые уходят, ну, ее притоки уходят, истекают из Урала, да, к Сибири, протязаются, он говорит, протязаются до Сибири. То есть это это дальний северо-восток, то есть это, ну, больше, это более правильно соотносить с территорией Пермского предуралья. Как раз там уральские реки, которые впадают в Каму, да, они являлись основной магистралью в Сибирь. Через них потом доходили до тех рек, которые с Урала на другую сторону Урала идут. И вот там Волок был, да, вот на этой территории он показывает проживание башкир. То есть он говорит о том, что они там проживают. Довольно четко обозначил, кстати. Но потом у нас вот 5 лет назад в Институте истории имени Марджани, кстати, вот, пользуясь случаем, хочу сказать, нас часто обвиняют, потому что мы там политизированы, там, мы там по указке все Орден делаем. марджинистов. Да, да. Ну, у нас состоялась научная дискуссия по этому вопросу. Коллектив института собрался, я выступал с докладом, Ильнур Мидхатович Миргалей выступал с докладом, и мы как раз вот этот вопрос изучали. У нас просто так получилось, что данные источников не совпадают с данными историографии. Не только, допустим, Усманов, да, и я имею в виду башкирский историк Усманов и Кузеев, да, этого придерживается, но и наши татарские исследователи. Ну, например, Дамир Абы Исхаков, да, он тоже говорил о том, что все-таки
Это связывал происхождение башкир с севера, с юго-восточной территории. Юго-восточной территории, да. А мы говорим, ну нет, вот есть данные источников, да, которые показывают, что башкиры, они в эпоху Казанского ханства проживались на северо-востоке, а не на юго-востоке и не на востоке. То есть это Пермское предуралье. Хотя сам Дамир Исхаков, он в своих работах, вот той же самой знаменитой работе уже, наверное, да, для историков, она знаменитая, известная, там, все ей пользуются, там очень много материалов. Татары от средневековья к новому времени. Точно, да. Вот это просто кладезь информации, и там можно оттуда брать и Это анализировать. очень любимая книга авторов башкирского многотомника по башкирским Там родам. потому что очень много информации Дамира бы собрал. Причем там и этнография, и данные лингвистики, археологии. То есть это кладезь. Мгм. И там есть у него, в принципе, что он пишет о том, что были группы, да, которые располагались на территории Пермского предуралья. Группа башкирские? Да, имеется? да. Но и об этом также писал Трипавлов. Он в одном из сборников в конце 90-х годов, опубликованном в конце 90-х годов, пишет об этом, что, но он как говорит, раз существует Башкирия, да, и она находится в другом месте, он говорит, наверное, было две группы, то есть башкир. Одна там, на юго-востоке, а другая вот здесь, в Пермском предуралье. То есть они вот в то время так поставили вопрос, не критикуя вот эту позицию Кузеева и башкирских ученых о том, что башкиры, они произошли с южных территорий, пришли сюда, да, и находились испокон века на территории исторического, так называемого Башкортостана, точнее не исторического Башкортостана, другое понятие, на территории современной Башкирской республики Башкортостан или Башкирской АССР, да. Вот. И вот мы как раз говорили о том, что нету данных исторических эпохи Казанского ханства, которые бы четко привязывали башкир к территории современного Башкортостана. Юго-востока, наверное, имеешь в виду, да? Ну, вообще, если вот, чтобы понятно было, да, То будем говорить современный Башкортостан, Да, но ага. современный Башкортостан, ну нет. То есть даже в современном Башкортостане, вот в этом куске земли, Да. 16 век, нет источников. Источников, которые бы сказали, вот на такой реке, в таком месте, да, вот проживали башкиры, да, вот именно эпохи там, Казанского ханства нет. То есть и все источники этой эпохи, и даже немного после, это уже, ну, Курбский, например, да, он 70-е годы написал, хотя он описывал ситуацию эпохи Казанского ханства. Ну, 20 лет прошло с Да. момента событий, да. В принципе, нормальное время, чтобы начать писать мемуары любому человеку. Да, тем более у него там были условия соответствующие, то есть для этого. И вот, и он, в принципе, здесь никак не мотивировал, ну, некоторые его обвиняют во лжи, что он такой ненадежный человек, предатель. Ну, это, наверное, про Ивана Грозного, наверное. Да, А нам-то дело определить, где наши предки да и жили. про Ивана Грозного там много информации верифицируется ведь. То есть она подтверждается независимыми источниками. Вот Курбский я еще пока его на лжи не поймал, на явный такой. Да, у него есть гиперболы. Ну, ладно. это у всех есть. Ладно, он был автором своей эпохи, но, в принципе, мы, значит, его данные по башкирам верифицировали. Помимо еще Курбского, еще какие-то есть Да. свидетельства? Есть посольские книги по связям с Ногайской Ордой. И в грамотах от 1578 года сообщение о приходе нагайцев в Верховье Камы. И в Верховьях Камы им дали отпор башкирцы и астяки. Ух ты. Это документ. Вот Башкирцы и астяки. Да, То есть, вместе. видимо, две какие-то разные группы, да? разные, но рядом жившие в Верховьях Камы дали отпор нагайцам. Еще башкирцы. Да, Не башкиры. Башкирцы. Башкирцы, да. Да, не башкиры. Вот у Курского есть башкиры, да, а в основном везде башкирцы они. Ну ладно, мы разберемся еще как-нибудь с этими Да, понятиями. это интересно. Башкиры, башкирцы. Это как нагаи и нагайцы. Да. Мне недавно сказали, что это, оказывается, два совершенно параллельных исторических понятия. И не нужно их путать. Как башкиры и башкирцы. Нагаи и нагайцы. Башкиры и башкирцев мы пока еще путаем. Путаем. Да, мы пока еще не можем, как говорится, четко расставить все точки над «и». Ну ладно, и по нагайцам тоже
Алла Берса разберемся. Да. Так, хорошо. Значит, вот это корпус источников нам говорит, что башкиры Есть там на севере. Да, есть и летописи тоже. Они, правда, более поздние, строгановские летописи. Это конец 16-17 век, эти летописи. Но они еще более точно сообщают об одной группе башкиров. Там перечисляются притоки Камы, э, Сылва, Ирень, затем Обва. И говорится о том, что вот... ОБВ это опит, наверное, нет? Нет, Обва, там Инва, там вот такие небольшие речушки. Ага. В первом, они даже севернее Перми, современной Перми, ближе к Перми Великой, да. Это уже получается, это среднее Прикамье, да, ближе к Верховьям. И говорится, вот с этих рек пришли, перечисляются там татары, черемисы, астяки, башкирцы. С этих рек, то есть на этих реках они. Это еще севернее Перми. То есть очень четкая такая локализация. И с этим не поспоришь, это источники. Ну и в этих же строгановских летописях есть более поздние сообщения о том, ну, где как бы фигурируют башкиры на территории Пермского предуралья. И везде они вместе с астяками, что интересно. Астяки, черемисы там постоянно фигурируют, татары тоже. Вот это как вот татары, черемисы, башкиры, астяки. И ватяки еще иногда. То есть, Ватяки это современные, кто получается, удмурты? Да, ближе, удмурты. Часть это группа такая. Ну, скорее всего, да, ближе к удмуртам. То есть вот потом мы обращаемся к более поздним источникам, то есть у нас уже не осталось практически, да, синхронных источников по отношению к 16 веку. Есть более поздние источники, но которые сообщают о событиях минувших. И там прям четко сказано, вот 100 лет назад, да, допустим, или издревле, да, там. Ну, например, сообщение Витцена, это голландский путешественник, политик, тоже побывавший в России. Он не просто так, да, писал мемуары, а у него были конкретно торговые цели. И он вот этот путь в Сибирь помильно описал. Вот оттуда, от такой реки до такой реки столько миль, там эти проживают, дальше эти, вот так подробно он вплоть до Китая там, да, пытается весь путь описать. Это сообщение Северной Татарии, то есть сочинение о Северной Татарии. И там вот он, когда уральские путь в Сибирь описывает, да, через Уральские горы, он пишет о том, что вот есть озеро Исеть, и эта земля некогда принадлежала башкирам. То есть это территория нынешнего города Екатеринбург. Эта земля, говорит, раньше, то есть уже в его время, она уже, там башкир не было, он говорит, раньше была башкирской. И потом, он говорит, в прошлом столетии, говорит, башкиры поклонялись идолам в районе Перми Великой, то есть возле Перми Великой, к югу от Перми Великой. То есть тоже, опять же, такое указание, да, что сейчас ситуация изменилась, он говорит, в прошлом столетии. Ну и Курбский, когда вот он сообщает, да, что вот часть башкир подчинилась им, он говорит, оставшаяся часть подчинилась. То есть, видимо, вот когда это началось русское завоевание, это вызвало какие-то миграционные процессы. То есть кто-то согласился, подчинился, кто-то ушел. Убежал. Да, убежал. То есть такая ситуация. Ну и есть автор Казанской истории, забыл сказать, это же наш главный автор 16 века по истории Казанского ханства, да. Он, описывая Белую Воложку, то есть это река Белая, да, говорит, что это издревняя земля булгар. Никаких там башкир он не видит. А когда он однажды все-таки обращается, да, к этой теме, интересующей нашей, он пишет о башкирских улусах, он пишет о том, как одного воеводу схватили татары, да, мусульмане, в плен взяли и увели его далеко в лес, вплоть до башкирских улусов, которые за Казань за 700 верст находятся. Что значит за Казань? За Казань, да, это вот мы знаем северо-восточное направление. То есть, описывая территорию современной Башкирии, он не видит там башкир, да, и башкирских улусов, а вот говорит о том, что за Казанью, за 700 верст, ну, если так примерно прикинем, 700 верст это как раз территория Перми, Пермской области, Пермского края, да, точнее. То есть, вот, опять же, указание на то, что
немного в другом месте находился башкирский улус, не там, где мы привыкли себе его представлять. Уф, здорово. Слушай, ну прям, то есть там, на севере, башкиры-то, их родина-то историческая. Да. Они вниз спустились, а тут как бы татары уже. А Хорошо. тут, как мы любим говорить, тюрко-татарские разные племена, кланы, Да. рода. Слушай, Да. ты вот перебрал исторические источники, тексты, да? Там упоминаются, нет, эти башкирские рода-то какие-нибудь хотя бы? Это самый, наверное, ну, для кого-то болезненный вопрос, но я бы сказал, самое слабое место в всей этой аргументации, во всех этих построениях о истории башкирских родов. Там, вот, что касается башкирских именно родов, да, вот понимаете, есть какие-то рода, они есть, но что именно это башкирские, этого нет. Нет. Мне, кстати, в Фейсбуке один из комментаторов на мое видео про род Иректе, ну, там же оно считается как ответвлением от рода Табун, прислал небольшую выдержку из исторического источника Азнабаева, Мгм. где сообщается, что якобы табынцы чувствовали себя табынцами вполне спокойно в 17 веке, еще с русскими ходили, ну и никакой привязки к башкирам нету. Да, табынцы вообще, судя по всему, очень поздно приобрели и приобрели до конца вообще башкирскую идентичность. То есть это очень такой непростой вопрос. Это, скорее всего, уже... Ну, тут, понимаете, вот ситуация такая. Вот, например, Юрматы, да? Или взять какое-либо другое племя, народ. Ну, в основном вот, все построения Кузеева, вот на них же зиждется все-таки Да-да-да. вся история башкирских родов. Хоть они где-то пытаются его типа критиковать, да, но на самом деле на работах Кузеева зиждется все. Он взял за основу Шаджире. Шаджире это поздний источник. То есть они в основном там чуть ли не 20 века записи эти Шаджире, да? Галиф Чакры, по-моему, там начало 19 Но века. это самые ранние там Галиф Шаджире. Чакры, да. Есть, конечно, там Шаджире юрматинцев, да, которые как бы восходят в 16 веке, но это тоже очень такой вопрос пока спорный, да. Ну, даже если к 16 веку, там, кстати, если в эти Шаджире вчитываться, да, то, например, вот тех же Шаджире юрматинцев я почитал, посмотрел, там говорится о том, что у них-то была другая идентичность в эпоху до прихода русских. Там вообще еще ситуация очень связана с политическими изменениями, которые произошли после падения Казанского ханства и ослабления Ногайской Орды. Там большая смута была связана, опять же, с разрушением Казанского ханства в Ногайской Орде. И вот после этой смуты позиции Нагаев в Приурале, они ослабли, и, видимо, их какие-то подразделения тоже покинули эту территорию. Может быть, погибли, потому что там был страшный мор, болезнь, да. И вот эти территории постепенно они стали, ну, святое место Пустынева, туда стали переселяться. И что интересно, в этот период, в середине 16 века, отмечается один из минимумов малого ледникового периода. То есть, можно сказать, глобальное похолодание произошло. Ну, вот эта эпоха же Дмитрия Первого, наверное, да, вот эти заморские, имеешь в виду? Это уже следующий, да, этап, а вот в середине именно 16 века там тоже отмечается один из минимумов. И вот начинается по двум сторонам Урала, да, и за Урале, и в Приурале этническая миграция. Вот она отмечается и в Заурале, и в Приурале. И, кстати, вот эти, например, Шаджире гайнинцев, да, я посмотрел, это 15-й том, там сказано о том, что гайнинцы пришли на оленях, там, да, Батыр Гайна ушел, когда солнце, то есть из-за того, что солнца не было, холодно было, да, то есть они пришли откуда-то с севера, это северный, опять же, указания на северное происхождение. Вот таких много, даже в самих Шаджире указаний. Но и в Шаджире, вот вы правильно тоже заметили, и я вашу передачу смотрю, и я тоже об этом думал. Там вот этой башкирской идентификации нет. Ну, или она есть в таком виде, вот, например, как в Шаджире Ерматинцев.
во времена Нагая. Сначала мы были нагаями, потом мы стали, когда ушли нагаи, те, кто остался, стали ищтяками, да. А затем, когда пришли русские, мы стали многоземельными асаба башкор. То есть тут какое-то обретение. Или, допустим, у гайнинцев есть такое. А гайнинцы первые башкиры. Что это значит? Хорошо, я думаю, мы с тобой еще будем беседовать. Меня волнует еще один вопрос, который я вычитал, погружаясь в эти тома по башкирским родам. И, видимо, это и другие башкирские историки писали, на основе которых основываются эти авторы. Ребята решили себе забрать нашу татарскую аристократию, Тарханов. То есть, я так понимаю, это период Золотой Орды и Казанского ханства, да? Да. Потому что в Волжской Болгарии Тарханов не было. Давай мы с тобой определимся, что это за понятие, и когда впервые упоминается это слово Тархан. Ну, тарханы, они еще в доордынский период известны, да. Судя по всему, это термин, который имеет тоже этнические корни. Но еще такая группа этническая, да, она существовала в доордынский период, например, она известна в государстве кимаков. И они какое-то там положение особое, да, имели. Народ Тарханы, Ну, получается? как бы племя. Племя Тарханы. Да, скорее всего. Возможно, это как версия, я не настаиваю. Мгм. Но так или иначе, впоследствии, в эпоху Золотой Орды уже, ну, в эпоху вообще Монгольской империи, видимо, а потом уже и Золотой Орды, и татарских ханств, тарханами становились освобожденные от налогов группы населения. То есть это привилегированные группы населения. Мгм. По мнению Миркасыма Усманова, да, нашего казанского историка, тарханные ярлыки это наиболее распространенный вид жалованных грамот в улусе Джучи. И ну, тарханство, да, оно давалось даже Русской Православной Церкви. То есть Русская Православная Церковь была Тарханом? Освобождена, да, от уплаты податей и налогов. То есть тарханство — это освобождение от уплаты податей и налогов. Тарханные ярлыки — это ярлыки, которые освобождают от уплаты податей и налогов. То есть это не всегда какие-то там военизированные группы, да. Понятно, что военные не могут производить, не могут платить налоги, да, их освобождали от налогов. Но это еще и духовенство, как мы видим, могло быть тархан, наверное, не только православные, да? Просто башкирские историки отождествляют вот Казанское ханство, вот Тарханы, под этим имеется в виду Да. башкиры. Ну, ребята тогда должны считать своим башкирским и Русскую Православную Церковь. Вот мы же только что говорили, что в принципе по истории Казанского ханства, если взять источники, да, то очень мало упоминаний о башкирах. Но их надо найти, тем более надо найти на территории Башкортостана, Акадель-Улуса, да. Ну, Акадель-Улус они вообще не признают, хотя он есть в источниках. Потому что если признаешь Акадель-Улус, где же был башкирский улус? Так вот, здесь опять же вернемся к сообщению московского летописца 1468 года, когда вот русские совершили поход и дошли до Белой Волошки, преследуя 200 татар. Вот в этих 200 татарах почему-то башкирские исследователи видят башкир. И вот этот воевода, их предводитель Тулузай, сын Тарханов, Тулузай, сын Тарханов. да, он именно отождествляется с башкирами. Почему? Потому что он сын Тарханов. Здесь вообще непонятно, Тарханов сын, это что означает? Это, если переводить, да, на татарский Что язык, это имя? да, это имя Тархан Улы, да, получается. Да. И все. То есть, мы даже не можем говорить о том, был ли он Тарханом или нет. Но вот говорят, смотрите, он Тархан, а Тархан это башкиры. Вот они на территории на территории Акадель, да, или Белой Волошки. Все сходится, пожалуйста. Другой момент. Это жалованные грамоты. Единственная жалованная грамота, тарханная грамота из эпохи Казанского ханства, которая сохранилась, ну, в подлиннике. Это Какой год там? жалованная грамота Сахиб Гирея. 1500... 1523 год. Ну да. Вот это, кстати говоря, этот ярлык упоминается в книге «Башкирские рода» про род Иректе. Да. И с помощью этого объясняется, вот, ребята, казанский хан самим иректинцам дал ярлык.
и прям так бравурно, там салюты, там эти авторы башкирские радуются. Итак, что с этим ярлыком на А самом деле? почему? А потому что он тарханный. Но там ни слова не сказано о башкирах. Ни одного Да, я слова не нет. нашел слова никакого башкир. Как они это определили, это башкирским-то? К чему они придрались? Тут связка с другим ярлыком есть. Это ярлык хана Ибрагима, более ранний ярлык. Какого года? Хан Ибрагим жил, это как раз вот эпоха Первой Казанской войны, да, вот он был предводителем, это получается, его примерно начал править в середине, в середине 60-х или в 67-м году он уже точно был ханом и правил до конца 70-х годов 15 века. Связка, значит, двух ярлыков. Связка двух ярлыков. Этот ярлык хана Ибрагима, он не сохранился в подлиннике. Это поздняя копия, обнаруженная в Российском государственном архиве древних актов конца 17 века. Копия, да, когда вот как раз, видимо, какие-то земельные споры были, надо было предъявить о правах на землю. И вот Вадим Винсентович Трепалов, он участвовал в публикации этого ярлыка, написал комментарий к нему, можно сказать, опубликовал его, да, в 4-м томе истории татар. 7-томный, да, знаете, есть вот 4-й том, и он там написал в комментариях, что там тоже нет башкир, там есть упоминание, вот там упоминается, так же как в ярлыке хана Сахибгирея, да, лиц, да, которые получили тарханство. Там нет никаких географических упоминаний, есть только слово Ик, река Ик. Но он пишет, река Ик вписана другим почерком, другими чернилами. Когда вписано, непонятно. Фальсификация, может быть, да? Да, в позднее время были фальсификации. Вот в этих копиях они часто были. Потому что нужно было как-то отстаивать свои права. Территория, она как бы была плавающей, сменялась, да, то есть тем более народ такой полубродячий. Там миграции были, еще что-то. Вот и, видимо, здесь нужно было отстаивать права на вот эту территорию ИК. И еще вот насчет ярлыка Сахибгири, там есть привязка с Шеджере тоже, да, там совпадение имен. Но об этом я более подробно писал уже в одной из работ. Опять же, там не дословно, да, но там похожие имена просто. Я вот тоже, Мухамедьяров, по-моему, историк, да, опубликовал вот этот вот ярлык Сахибгирея в 60-х годах. Там он сказал, что, типа, есть совпадение с именами Шеджере Дюртюлинского, что ли, района, каких-то вот этих территорий. Что имеется в виду? Я тут, когда готовил выпуск по роду Иректы, я не смог разобраться в этом. У тебя свое мнение сформировалось? Ты смог все-таки разобраться? Да, это совпадение, опять же, неточное совпадение. То есть там большая разница есть в этих именах. То есть мы не можем сказать об этом. Да? Самое забавное, эти авторы вот этого тома про Эректе в одном месте там пишут, что-то они пытались там и так и сяк именно сказать, там что-то не совпадает с ярлыком Сахибгирея. Ай, ладно, просто составители Шеджере, Галичикры запутались, и все. Вообще с тарханными ярлыками очень интересная ситуация. Там таких конкретных географических привязок, как правило, не было. Там уже, как бы всему народу, и чиновникам, и управителям, там, и перечисляются все категории населения, да, Казанского ханства. Вот все должны это соблюдать, все должны знать, что вот эти лица, перечисляются, да, эти лица освобождены от уплаты вот этих всех податей и налогов. А конкретно там, где они там проживали, на какой территории, этого нет. Но это вообще особенность тарханных ярлыков. То есть, видимо, это еще из-за того, что народ-то был кочевой. Вот, то есть не все, конечно, были кочевые, но были группы кочевые, они в симбиозе проживали с оседлыми, да, поэтому какой смысл указывать там какую-то территорию конкретную, да? Вот к моменту взятия Казани Иваном Грозным мы с каким пониманием института тарханства приходим? То есть на тот период что имели в виду под этим словом? У нас есть понимание? Скорее всего, Иван IV, да, он существенно не менял эти механизмы управления государством, особенно на первых порах. Ну да. И даже это видно по тем обращениям, которые он делает жителям Казанского ханства после взятия Казани, что вот по
старым законам буду править и налоги собирать, да, то есть, и, естественно, подтверждались эти привилегии, которые были в ханский период. Мгм. Но здесь не надо делать исключения для именно башкир. То есть, что это исключительно право было у башкир, да, эти привилегии только у башкир были. То есть, ну, тут попахивает каким-то шовинизмом, мне кажется, да. А, здесь вообще таких этнических границ не было. А, из разных племен, народов, да, из разных социальных групп люди, в принципе, могли получить эти привилегии. Ну, мы же говорим, и духовенство, да, обладало тарханством, и разные представители, то есть даже, например, те же самые челемисы, да, могли получить. То есть это, в принципе, тут таких этнических строгих границ нет, это немножко другая плоскость. Ну, понятно, да, для чего была попытка привязать тарханов к башкирам. Это понятно. Ну, Они хотели просто показать, что у них была своя аристократия, свои феодалы были. да. Ну, это какая-то такая попытка, типа, да, мы подчинялись хану, но у нас был начальник, вот он наш главный. Слушай, а вот в Российской империи, когда уже было русское государство, когда уже все, Казанское ханство уже стало Казанской губернией, институт тарханства был? Что он Вот обозначал? при Иване Грозном, Иване IV Васильевиче, Грозный это неправильное слово, он был, и есть и духовная его грамота, да, где упоминаются, причем, что интересно, там в одном списке и башкиры, и тарханы. Так. Это документ можно будет вам показать. Мгм. Башкиры, тарханы, там еще некоторые категории. Вот здесь речь о чем идет? О социальных группах, да, или о этносе? Большой вопрос. Но если говорить о том, что тархан это социальная группа, да, это скорее классники, да, или сословие, да, ближе к сословию как таковое тоже не совсем корректно употреблять, да, к этому периоду и к нашей истории этого периода. Но этносословные какие-то такие подразделения, то здесь вот что это было? Ну, скорее всего, это какие-то социальные категории, так скажем, вот более это Мгм. емко, да? Социальная категория, за которыми, наверное, были закреплены какие-то права, а Определенные- именно землевладение, да, может быть, и оплата налога государства. да, определенный про сколько, допустим, он имел земли, сколько он должен был, как он должен был служить за эту землю или выплачивать что-то, да, вот это такие вещи. И вот во времена Ивана Грозного тарханы были, но в одном списке с башкирами. То есть это не одно и то же уже, да, отсюда вытекает. Но, видимо, уже в то время, да, и формируется это социальное тоже понятие. Вот мы говорим о том, что башкиры это не только этнос, Мгм. это еще и социальная категория, которая, по крайней мере, в эпоху российского государства развивается, генезис вот начинается в это время. То есть, и, скорее всего, во времена Ивана IV. Это началось, Да, получается. да. Не, просто не нашли же вот этих вот жалованных вотчинных грамот Ивана Грозного башкирам. Даже сами Да. башкирские историки-то ищут. Не нашли эти документы, получается, их нет. И получается, ну, наверное, их потомки там 17-18 веков старались создать такую документацию. Там как раз, когда вот эти земельные споры пошли, когда промышленники, да, земледельцы стали переселяться на территорию Башкортостана, и это был вообще край такой, ну, до этого, да, так скажем, эпоху Казанского ханства, дикий край, лесной, там огромные территории, да, мало людей, то есть, а здесь вот в 18 веке как раз это и промышленное освоение, и земледельцы сюда хлынули, да, и как раз вот земля стала ценной, да, и споры начались, и вот эти вот уже тогда начали составлять эти и шеджеры, и вот эти грамоты, да, и списки новые появились. И, кстати, вот Марсель Абы Ахмедзянов, он в своих работах, кстати, высказывался о том, что башкиры это вот некий небольшой народ, да, который в Казанского ханства там на северо-востоке проживает. Ну как-то вот за ним не последователь, за Ахмедяном, хотя он очень правильно, четко об этом написал. Он также в результате археографической экспедиции нашел грамоту одну, которая касается уже, ну, на сегодняшний день коренных башкир, да. Это племени Бурзян, Усергян, Тамьян, грамота, выданные этим племенам
Иваном Грозным, Иваном IV Васильевичем. Но это поздняя грамота, 1800 год, кажется, если я не ошибаюсь. Ну, конец 18-го, начало 19 века. А вот что ты имеешь в виду, говоря, что позднее? То есть обнаруженное в этом году, получается? Сама составлена она. Там даже состав. слова есть. Иван Грозный чуть ли не императором там называется. А. Короче, такие моменты исторической модернизации присутствуют. Ну а Ивана Грозного в период Ивана Грозного императора назвать никак не могли. Нет, такого мы не знаем насчет этого. Ну, по крайней мере, в русских источниках я не видел такого, чтобы он императором его называли. Конечно, для Запада царь означал император. Ну, это понятно, но просто император это же тоже слово, которое жители Поволжья, наверное, узнали когда. Это может перевод понятия падишах еще, кстати. Ну, тогда, наверное, они просто само слово импера должны были учить, не знаю, с истории там прихода Наполеона, может быть, Может быть, кстати, который был да. императором Да. как раз таки. Ну вот в этот период эта грамота появляется, но она, естественно, эта грамота, она чем интересна? Ну, с одной стороны, мы говорим, что не было, да, грамот того периода, но она в целом как бы адресует нас к эпохе Ивана IV, да, то есть она как бы от имени Ивана составлена, и там обозначаются территории приуральские, которые жалуются племенам Усергян, Бурчан, Тамьян, да, но при этом вот в этой грамоте уже очень поздней, да, когда вроде бы там башкиры уже, можно сказать, этнически созрели, да, не упоминаются башкиры опять же. Вот так. Вот что интересно. Даже по отношению к племенам Усергян, Бурджан и Тамьян, которые вот сегодня это этническое ядро башкиры. Ага, Вот это интересный вопрос. да. Хотя, допустим, может быть, грамота и не настоящая, по отношению к эпохе Ивана Грозного это не настоящая, но по отношению к началу 19 века это настоящая грамота, это Ну да. подлинник, это рукопись, то есть, да, есть факсимиле этой рукописи, это все опубликовано было в журнале «Золотородынское обозрение», совместная статья была у Марселя Ахмедзянова и Нура Абу-Миргалиева, они написали статью, комментарий к этой грамоте. То есть по отношению к этому периоду, этой реальности, там опять же мы не видим почему-то этой башкирской идентичности. Но это уже другая история. Анвар, спасибо большое за интересный материал. Наверное, мы сейчас для наших зрителей попробуем, в принципе, сделать выводы, выжимку. Лично я для себя из беседы с тобой сделал какой вывод, ну и читая тоже книги башкирских авторов, что, скорее всего, вот этот вот пласт исторических источников, которые якобы ими выдаются за исторические документы по вотчинным их правам, на самом деле это такая работа народа со своей исторической памятью, с представлениями своего исторического происхождения, чтобы доказать свои какие-то семейные притязания. Там, наверное, вот поэтому и приписывали слово «ик» в ярлыке хана Ибрагима, да. В принципе, и здесь вот надо прям действительно комплексно подходить и разбираться представление людей о своей истории, вот момент, значит, составления этих шежере, а это у нас получается 19 век. Да, больше. Да, и, в принципе, что нам говорят непосредственно сами исторические источники 15, 16, 17 веков об этих территориях. Вот у меня такое сложилось впечатление, очень много работы, я так понимаю, историкам, Да. надо разобраться. Тебе, значит, каким выводом ты можешь поделиться? Я вот много лет честно, искренне искал какие-либо сведения, которые бы связывали башкир эпохи Казанского ханства с территорией нынешнего Башкортостана. Если вы пришлете мне, ну, кто-то мне сообщит о том, что вот есть такой исторический источник, он синхронно, то есть того периода, да, и он сообщает о том, что вот башкиры эпоху Казанского ханства проживали на этой территории, я буду признателен, значит, будем анализировать дальше. Но пока я не нашел, вот много лет уже ищу. И вот все, в принципе, что мы изучили за этот период, оно указывает на то, что Курбский был прав. Лучший друг Ивана Грозного, Андрей Михайлович Курбский, значит, был прав. Анвар, за самую прекрасную беседу, Бигзор Ахмед. Сам Балагас.